Здравствуйте! В эфире программа «Якутия Лайв. За и против». Каждый понедельник в нашей студии мы собираемся и обсуждаем самые важные и резонансные темы. С вами Ирина Ефимова и Сергей Михедов. И сегодня мы поднимем острый вопрос QR-кодов. Quick Response Code – код быстрого реагирования. Именно так расшифровываются эти две английские буквы. Изначально двумерные штрих-коды были разработаны для автомобильной промышленности Японии. Штрих-код придумали для того, чтобы считывать полную информацию об объекте, к которому она привязана. Чуть позже система QR-кодов вышла далеко за пределы японской промышленности. Сегодня их используют при отслеживании продукции и времени, при идентификации предметов, при управлении документами в общем маркетинге. А теперь коды добрались и до человека. Плохо это или хорошо? Станут ли эти QR-коды неотъемлемой частью нашей жизни? Попробуем разобраться сегодня с гостями в нашей студии. Ну а для начала посмотрим небольшой видеоматериал, отснятый в одном из торговых центров республики. Я не вас снимаю, а всех. Вы не можете вести съемку сотрудника полиции. Есть закон? Да. Какой? Закон о полиции я вас приглашаю. Вы не имеете права номер снимать сотрудника полиции. Вы зачем меня записываете? Так же, как чего? и вы нас снимаете. Мы имеем право записывать А у меня в вас. соответствии с Конституцией статья 29, часть 4. Какая у вас статья? Каждый имеет право свободно искать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. А у вас незаконность. Итак, в России ввели QR-коды для посещения публичных мест и массовых мероприятий. Однако часть россиян, часть граждан восприняла это крайне негативно. По данным опросов, 60% населения в российских регионах не поддерживают введение QR-кодов, а некоторые даже выходят на акции протеста. Например, в День народного единства в Уссурийске жители Уссурийска вышли на уличную акцию против проводимой политики принуждения к вакцинации от коронавируса. Также несколько дней назад на въезде в Хабаровск прошел народный сход. Люди также выступили против прививок и введения QR-кодов. Кстати, Сергей, в том же Хабаровске сейчас рассматривается 5 уголовных дел по подделке сертификатов, по поддельным QR-кодам. Всего в России таких дел около 500, и есть даже случаи в нашей республике. Решает ли ввод QR-кодов эту проблему, а также в целом, что из себя представляет QR-код? Будем разбираться с нашими гостями. Ну, давайте вернемся к сюжету, который мы только что посмотрели. Кто из гостей сможет прокомментировать данную ситуацию? Вопрос идет в чем? В том, что власть отстранилась от этой проблемы, оставила, получается, предпринимателей и сама как бы чуть-чуть отошла в сторонку. Получается, люди приходят в торговые центры и просто попросту не понимают, почему их не пускают и требуют, начинают зачитывать какие-то свои права, конституционные права, начинают говорить о статьях Уголовного кодекса, административного кодекса Российской Федерации. И ощущение такое есть, что это все ввели предприниматели. То есть власть где-то в стороне находится, предприниматели такие плохие, они ввели этот процесс проверки QR-кодов. И, конечно бы, хотелось, чтобы государство как-то повлияло на это, чтобы она хорошо информировала население. То, что государство оставило с этой проблемой один на один предпринимателей и ковид, это, конечно, очень удручает ситуацию. Спасибо, Тимур, позиция понятна. Лида Сидоровна, хочется узнать у вас, вы директор ТРК Туймада, наверное, самого посещаемого торгового центра у нас в Якутии. Расскажите, как обстоят у вас дела? Вроде бы как была информация, что даже очереди из посетителей собирались у входа. Пожалуйста, хочется узнать об этом. Ситуация, мы к ней готовились, честно говоря, потому что уже когда в июле ввели указом президента, главы республики о том, что обязательное требование, нет, это было постановление Роспотребнадзора о том, что обязательное требование вакцинации сотрудников торговли общепита, 100%, да, мы тогда начали организовывать активно пункты вакцинации, звали поликлинику, лотереи провели среди арендаторов и предупреждали, что все идет к усилению, будьте готовы. Но, к сожалению, меры, видимо, не были достаточны. Мы понимаем, что это вынужденные меры, да, такие ограничения, это вынужденно. Власть идет к тому, чтобы был повышенный иммунитет у населения. В нашем торговом центре, в частности, да, как мы усилили охрану, у нас были посты охраны, и до этого сейчас мы повысили оплату, конечно, им повысили, потому что ребята вынуждены быть буквально на передовой.
Вот стоят вот 4-3 парня молодых, и к ним идет действительно валом народ, и они у всех проверяют QR-коды. Надо предъявлять также еще документ о личности. Да. Больше всего возникает вопрос не самому QR-коду, да, а к тому, что я должен носить с собой документ и предъявлять кому-то его. Вот на это мы объясняем, что это, во-первых, указ главы, есть режим повышенной готовности, который еще в марте принят, да, и имеет права, то есть и государство ограничивать таким образом населения. Но, к сожалению, это вынуждены действительно мы объяснять, и наша охрана. Мы стоим, как персонал торгового центра, тоже рядом с ними, и видим, бывает даже не сколько неадекватное поведение, специально провоцирующее поведение, когда люди, вот, зная свои, действительно, пытаются качать права, задерживают и очередь, и ребята расхолаживают. То есть похожие случаи это не... Похожие случаи это не редкость, это часто. У нас у всех инструкция есть, конечно, и охране, чтобы со всеми доброжелательно. Указ у нас лежит рядом, всем показывают, всем разъясняют. Приходилось ли обращаться к правоохранительным органам? Обращались. К правоохранительным органам обращаемся, но, к сожалению, правоохранительные органы приезжают уже когда устранено, скажем так. Поэтому, по-моему, протоколов у нас по этому вопросу не было зафиксировано. Мы же предприниматели, нам нельзя вокруг как бы создавать негатив около нашего бизнеса, а вот это создает. Арендаторы несут убытки, мы несем убытки. Понимаем, что это вынужденная мера, но у нас климат, у нас эксплуатационные расходы, коммунальные расходы, на скидки не можем идти. И если вот действительно не будет повальной вакцинации, не будет снят QR-код, события будут тяжело разворачиваться. Это будет практически локдаун, да. Но можно сказать хорошо, что так, потому что локдаун, это действительно был хуже. Вообще вот эти ограничения, они сильно ударили по бизнесу. Вот мы знаем, то, что неделю назад у нас был локдаун. И если вот государственный служащий, да, он получал сохранением зарплаты, да, а предпринимателю ничего, не компенсировалось, да, он должен платить ту же аренду, ту же зарплату за сотрудников, которые не работают. И это, вообще вот эти ограничения, они сильно, мне кажется, что идет какое-то уничтожение бизнеса идет по сравнению вот на других, да, вот тех же государственные служащие, государственные компании, вот это сильно не распространяется, а тут идет удар в основном на малый бизнес. Если мы так посмотрим, да, вот в тех же торговых центрах, сейчас сами знаем, то, что время тяжелое, да, народу и так мало. И так денег нет у населения, и так народу мало. И плюс еще вот эти ограничения, да, когда вот эти вводятся, да, это вообще как бы люди находятся на грани, да. И самая большая заслуга, да, я как председатель общественной организации хочу сказать, то, что самое главное, вот не сколько налоги, да, а сколько рабочие места предприниматели предоставляют. Мы сейчас все знаем, что идет повальная оптимизация, да? Люди без работы ходят. А тут как бы вроде бы с одной стороны говорим, давайте будем развивать бизнес, да, давайте помогать. А как мы помогаем-то реально? Власть как помогает? Ограничениями помогает. Я вот так хочу. И вот в отношении QR-кодов, да, вот они ввели, да, вот QR-коды, да, вот если QR-коды ввели, да, вот они вот, человек пришел, да, в то же заведение, да, если он показал QR-код, а зачем тогда ограничивать-то? Зачем социальные дистанции? Зачем ограничения по времени тогда? Это двойной барьер получается. Плюс к ограничениям, да, добавляются еще QR-коды. Это все надо бедному предпринимателю, вот это все надо пройти, чтобы он как-то что-то себе заработать, да, и обеспечить еще своих работников, да. Это вообще тяжело. Я вот не знаю, что будет. Еще вот вводится, еще налог сейчас вводится для предпринимателей. Вот после Нового года будем платить налог на недвижимость 2%. Если кто имеет свой торговый центр, свой магазинчик, он в год будет еще 2% будет облагаться налогом. И вот полгода не прошло, как на предпринимателей, да, 30% повысили тариф на газ. Это вообще же, я не знаю, это вообще, что происходит в нашей стране? Вообще идет повальное уничтожение малого бизнеса. Я вот это говорю. То есть ситуация действительно очень серьезная. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю телезрителям, что мы обсуждаем тему QR-кодов «Быть или не быть». И вслед за шекспировским Гамлетом мы задаемся похожим вопросом, но уже в современных реалиях.
Буквально на днях с требованием об отмене QR-кодов в адрес органов власти всех уровней, в том числе главы государства и главы республики, выступила депутат муниципального уровня из города Нерюнгри. Член якутского отделения Организации малого и среднего бизнеса «Опора России», как и Афанасий Павлович, Анна Зайцева. Давайте послушаем небольшой отрывок из ее выступления. Я депутат города Нерюнгри, Зайцева Анна Владимировна, в соответствии со статьей 3 Конституции Российской Федерации на правах законного представителя своих избирателей обращаюсь ко всем исполнительным органам власти Российской Федерации всех уровней, а также главе Республики Саха-Якутия Айсену Николаеву и президенту Российской Федерации Владимиру Путину с требованием не издавать указы, содержащие противоречия Конституции и законодательной базы Российской Федерации, уничтожающие правовые и нравственные аспекты нашего государства. У нас в студии юрист Зинаида Алексеевна. Насколько нам известно, вы подали иск против введения QR-кодов в Якутии. Вы все верно сказали. Мы действительно подали исковое заявление, коллективное, прошу заметить, административное исковое заявление в Верховный суд Республики Саха-Якутия. Как раз у нас уже назначена подготовка к судебному заседанию на 18 ноября. Я думаю, многие будут следить за этим делом, потому что многие в коллективный иск желающие не попали. Ну, просто чисто физически мы и так устроили сбор подписей на 5 дней. Я сама лично организовывала это все. И поэтому многие желающие не попали, и поэтому они следят за новостями, следят, как это будет развиваться. Неравнодушных людей много. Что я хочу сказать? Ну, во-первых, мне радостно видеть, что у нас есть депутаты, которые имеют смелость и честность открыто обратиться к властям, тем более всех уровней, и заявить о том, что действительно законы и права граждан нарушаются. Почему мы и обратились, в принципе, в суд, да? Не просто так, чтобы, как это сказать, как сейчас модно говорить, мне, как писали в комментариях, хайпануть. Нет, нас это не интересует, нас действительно интересуют права. Лично мои права задеты права граждан, задеты права большей части граждан республики. Потому что начнем, даже если не говорить о конституционных правах, да, о которых вот сейчас говорила депутат, есть самое главное и неизменное, что ни один указ, ни один федеральный закон, на что покуситься не может, это принцип равенства, который закреплен Конституцией, статьей 19. И ни одно ограничение прав не может нарушать этот принцип. В данном случае у нас происходит конкретная дискриминация, разделение общества на две части, то есть привитые и непривитые. Более того, средствами массовой информации и выступлениями многих, к сожалению, политиков еще идет и нагнетание ненависти между этими двумя слоями общества, скажем так, на которые сейчас общество разделилось. Это абсолютно неправильно, это противоречит принципам правового государства, это противоречит моральным принципам и общечеловеческим принципам. Помимо всего прочего, вот те нарушения прав, которые произведены, их огромное количество на самом деле. Это и право на передвижение, это и право на участие в культурной жизни, это право на охрану здоровья, потому что у нас еще, не забывайте, вместо того, чтобы поднимать иммунитет нашего населения, у нас закрывают все оздоровительные секции для тех, у кого нет QR-кодов, закрывают оздоровительные секции для детей, закрывают бассейны, закрывают тренажерные залы для людей, которые не имеют QR-кода. Причем неважно на каком основании, по религиозным убеждениям, по личным убеждениям или по медотводу. Это не имеет значения, все это закрыто. Здесь идет, опять-таки, если говорить о медотводниках, навязывание услуг. То есть им сейчас, тем, кто имеет медотвод, навязали просто ПЦР-тесты, которые они должны со своего кармана оплачивать, идти, чтобы куда-то попасть. Но это просто на самом деле немыслимо. У меня это в голове не укладывается, и у человека, который знает законы нашей страны, это не может в голове уложиться нормально. Я уже не говорю о правах
у тех, кто имеет QR-код. У них тоже права нарушены. Не соблюдается врачебная тайна. То есть человек не может не разглашать это, извините, каждому охраннику и каждому вахтеру, которому необходимо пройти. Помимо того, не соблюдается закон о персональных данных. То есть здесь точно так же свои данные, свои личные данные человек должен идти и показывать всем. Когда говорят о том, что это вынужденная мера, ну, в таком случае, если это вынужденная мера, нужно доказать, почему эти меры принимаются сейчас, когда уже пик заболеваемости, да, скажем так, достиг достаточно высоких цифр, а не раньше. Почему не раньше? Раньше то, что объявлялось, не сработало. Раньше объявлялся локдаун в 2020 году. Это не сработало. Это не работает. Такие методы не работают. В итоге, что мы получаем? Активную пропаганду вакцинальной кампании. Рост заболевания растет. У нас увеличивается количество привитых, увеличивается количество заболевших. Странная тенденция, вы не находите? У меня вот вопрос, например, к представителям здравоохранения будет, как вообще это можно откомментировать? Давайте да? я прокомментирую. Хорошо. Основной метод борьбы с такой болезнью – это разобщение людей. И то, что государство когда-то вот объявляли локдауны, разные вот такие ограничительные мероприятия, это способ борьбы с инфекционной болезнью, чтобы заразный человек не заразил здорового человека, чтобы вирус остался в этом заразном человеке, и с течением времени природа вируса такова, что он не может долго сохраняться в одном организме, и с течением времени он просто исчезает, элиминируется из этого организма и исчезает из популяции. Да? Если же этот человек передает этот вирус другому человеку здоровому, то цикл заново запускается, и тот человек снова будет уже опасен для других окружающих. Да? И задача общества просто разобщить этих людей. Если мы всех посадим, не знаю, там, на месяц, на год на этот локдаун, просто экономика этого не выдержит. Мы сами знаем, даже богатые страны этого не могут себе позволить, не говоря уже о России. Вот такие ограничительные меры, естественно, бьют в первую очередь по малому бизнесу, потому что он наименее устойчив. А вот QR-коды, с моей точки зрения, они просто как бы такая мера примирительная, скажем так. То есть она, с одной стороны, позволяет предпринимателям хоть как-то существовать, хоть как-то торговать, хоть как-то работать и получать свою прибыль и давать работу людям. Но с другой стороны, позволяет бороться с передачей вируса от человека к человеку. Если вот я правильно поняла вас, Зинаида, вы говорили о том, что нарушается принцип равенства, самое главное. Конечно. То есть вы за локдаун для всех? Нет, я не об этом говорю. Я бы вообще использовала другие меры, и я бы вообще не объявляла локдаун. Будь я чиновником. Начнем с этого. Но здесь-то вопрос в другом, то, что я не вижу эффективности вакцины. Более того, я не вижу не то что эффективности, я вижу наоборот обратную реакцию. Давайте про эффективность вакцины попросим прокомментировать все-таки медиков. Вот действительно, вы спрашиваете, насколько этот локдаун подействовал на наш уровень заболеваемости. Да? В принципе, я могу объяснить, что это не локдаун был, это были не рабочие дни. Потому что локдаун за собой ведет немножко совершенно другие меры. Темпы прироста заболеваемости, конкретно новой коронавирусной инфекции, у нас снизились практически в 4 раза. При этом, заметьте, мы еще и повлияли на эпидситуацию по заболеваемости гриппом. Он у нас тоже на 29% снизился. То есть я хочу вам сказать, что это действительно помогает регулировать уровень заболеваемости. Естественно, отсюда идет
значит, влияния на показатели смертности от новой коронавирусной инфекции. Что касается вот бизнеса, да, но, к сожалению, сейчас идет вопрос о здоровье и жизни человека, ну, каждого человека. Поэтому государство вынуждено идет на такие меры, и действительно вот оно как-то вот правильные слова были использованы. Значит, это не локдаун, когда действительно нужны конкретные ограничительные мероприятия, да, карантинные причем. Или же вот народ вакцинируется, тем более государство нам дает такую возможность именно специфической профилактики этой новой коронавирусной инфекции. Наряду с тем, что из списков болезней по медотводу очень много что убрали. Начнем с того, что убрали всех кормящих матерей оттуда. Убрали беременных женщин с 22-й недели. Это не геноцид вообще, извините. То есть вакцина не изучена и не испытывалась на беременных и кормящих женщинах. Тогда каким образом у нас кормящие женщины должны вакцинироваться? Каким образом у нас должны вакцинироваться беременные? Против вакцины и... Я переведу на русский язык. Отсутствие не испытаний по вакцине, это означает, что никто не знает, что будет с человеком, с его ребенком, когда он это испытает на себе. Никто не знает, никто не испытывал. Не, ну, такие громкие слова говорите, да, на самом деле испытания проходят. Естественно, не просто так это все берется, это все изучается, это все нормативными актами Минздрава России делается. И инструкции по мере того, как появляются исследования научные, доказательства, они и обновляются. Поэтому и появляется, вот, допустим, ранее, допустим, беременных не прививали, кормящих тоже не прививали. То есть время идет, появляются итоги исследований, и тем самым инструкции к прививкам, противопоказания, показания, все находится в таком... Показания расширяются. Подождите, просто если беременная заболеет коронавирусом, наверное, последствия для организма будут хуже, чем от вакцины. Скажите это, пожалуйста, мне, я болела беременная коронавирусом. Вот просто, я болела беременной коронавирусом, у меня все прошло отлично. Начнем с этого. Поэтому не надо пугать беременных коронавирусом и так далее. Это индивидуально. Все зависит от иммунитета конкретного человека. У нас есть материал о детской вакцине. Предлагаем послушать мнение профессора и вернемся к нашему разговору. Понимаете, вот подростков, да, и, по крайней мере, скажем так, детей младшего школьного возраста надо прививать. Надо прививать по двум причинам. Во-первых, это, ну, вот в рамках уже вот этой сейчас 4-й волны мы видим, что заболеваемость с клиническими проявлениями среди подростков, среди детей младшего школьного возраста растет. Более того, к сожалению, появляются уже и случаи летальности. Это первое. Но в еще большей степени растет заболеваемость бессимптомная. То есть ребенок, там, школьник, подросток, он себя как бы хорошо чувствует, он контачит там с родителями, контачит с другими школьниками, там, контачит с бабушками, дедушками и так далее. Да? Он не знает, что он переносчик, но он является переносчиком. Поэтому без вакцинации этой группы нашего населения мы не справимся с пандемией. Все равно не справимся. Поэтому это делать надо. Мы просто сейчас для вот этой категории, для подростков, для детей, повторяю, младшего школьного возраста, сейчас создаются, ну, они практически уже почти на выходе, ну, скажем так, это не новые формы вакцины, это их модификации, которые могут применяться вот для вакцинации этой группы. Как раз о вакцинации детей и подростков. Возвращаясь к началу разговора, мы смотрели ситуацию в ТЦ. Да, для кого не секрет, что у нас подростки собирались всегда в ТЦ, в фудкортах и так далее. Сейчас с введением QR-кодов им туда нельзя. И получается, ну что, они по подъездам опять пойдут? Или? Вообще хочется узнать мнение представителей медицины либо науки. Поддерживаете ли вы позицию нашего профессора? И как вы относитесь вообще к детской вакцинации? Хорошо ли это? Нужно ли это?
Да, это, конечно же, как лицо здравоохранения, да, как представитель здравоохранения, я очень поддерживаю такие, значит, работы. И вообще я хочу сказать, что действительно опасность представляют именно носители, в том числе вот наши школьники, да. У всех есть бабушки и дедушки, у всех есть, извините, беременные женщины, да, до 22 недель. У всех есть грудные маленькие дети, да. Вот их-то как защищать? Вот как раз-таки надо прививать их окружение. Потому что, вы поймите, сейчас как раз удельный вес вот больных в возрастной группе 65 лет и более, их наибольшее количество. Ну, потому что вот действительно, и самое важное, это вот как раз-таки болеют те пожилые люди, которые не имеют прививок против этого ковида, да. И я вообще хочу сказать, что почему люди так настороженно относятся к самой вакцине? Вообще вот эти профилактические прививки у нас существовали задолго до этой пандемии. Да? Ну, вспомните, каждому новорожденному против туберкулеза, да, мы их прививали, против гепатита Б, против краснухи, кори и паротита они уже в год вакцинируются. Против полиомиелита они вакцинируются и неоднократно, да. Причем сейчас же идет объявление территорий свободных, допустим, от полиомиелита, да. Мы должны вот как раз-таки в отношении новой коронавирусной инфекции тоже идти в эту сторону. То есть я хочу сказать, что профилактические прививки всегда были, и это есть специфическая профилактика именно инфекционных заболеваний. И только таким образом мы выйдем из пандемии. Плавно перешли к теме вакцинации. У нас есть мнение человека с медотводом. Предлагаем послушать. Здравствуйте, меня зовут Сицев Игорь, я студент Северо-Восточного федерального университета. На данный момент я не могу получить вакцинацию от COVID-19, так как у меня присутствует медотвод. И еще в последнее время из-за появления QR-кода я полноценно не могу пользоваться услугами. Например, пойти в парикмахерскую, сходить в кино или в театр. Но самое обидное, что я не могу вживую встретиться со своими знакомыми и друзьями. Плюс еще проблема в том, что за каждое посещение мероприятия нужно сдавать ПЦР-тест. И это вдвойне усугубляет положение. Надеюсь получить от вас объективную информацию. Спасибо. Что получается, если у человека медотвод, то он должен каждые 3 дня сдавать ПЦР-тест за свои деньги? Да, например, скоро начнется парад пусков, да, например, в новогодние праздники. Люди захотят куда-то полететь, отдохнуть, в Москву, там, не знаю, в Санкт-Петербург. То есть им придется каждые 3 дня проходить, сдавать свежий ПЦР-тест для того, чтобы подтверждать, что у него нет заболевания. Но он в QR-код получить не может, потому что не может получить вакцину. У меня есть знакомая антипрививочница, которая вот, у нее нормально все с деньгами, ей вот не жалко. Она сдает каждые 3 дня ПЦР, времени не жалко, денег не жалко, ну и вроде как существует. Вот. А вот как быть с медотводником, который вот студенты? Антигуманно как раз быть антиваксером, да, потому что вот как раз эти ребята и страдают из-за того, что их окружение их не пускает, и вот эти ограничения дальше существуют. Вот я скажу по своему коллективу. Мы работаем в торговом центре. Мы привиты 100% практически. У нас последние полгода никто не болел. И при том, что мы реально вот присутствуем в местах повышенной вот проходимости, скопления, да. И это работает действительно вакцина. Работает все окружающее. Если как бы окружение привито, то мы смело. Также вот в торговых центрах, ну я о своем, да, как бы, мы действительно соблюдаем все требования и считаем, что у нас безопасно находиться. Но нам жалко, например, вот действительно тех людей, которые не могут привиться, медотводники, и из-за того, что есть по разным причинам недоверие, может быть, к вакцине, либо к решениям властей, либо каким-то образом люди не хотят вакцинироваться, медленно идут на вакцинацию. Мы видим по нашему пункту вакцинации, у нас достаточно активный пункт вакцинации, более 100 человек в день проходит в хорошие дни, но это низкие темпы все равно.
должны более высокими темпами идти на вакцинацию, чтобы все были уже свободны, чтобы все могли спокойно ходить, находиться и с полноценной жизнью жить. Потому что только так действительно мы уже смогли победить. И страны это доказывают, где уже более, как бы скажем, жесткие меры, да, они быстрее выходят из таких кризисных ситуаций, а мы будем долго еще топтаться. Тем более у нас климат тяжелый. Почему Якутия вот тяжело переносит, скорее всего, да, но это же, наверное, не секрет, у нас сниженный иммунитет. Мы потому что живем постоянно в коробках, у нас отопительный сезон длинный, мы солнце не видим, а у нас и продукты, может быть, не свежие приходят, да, те же фрукты, овощи. Поэтому нам нужно еще больше беречься, нам нужно еще больше, как бы, сильнее друг друга беречь и относиться уже не с точки зрения, Проблема у нас, извините, в том, что у человека медотвод по здоровью. Он не может получить вакцину по состоянию здоровья. Он должен и без QR-кода, получается, да. он не может получить QR-код. Это ради его безопасности. Да, как лучше быть? Это ради его безопасности. Это ограничение из-за COVID-19, а не из-за QR-кода, понимаете? Ну, поясните. Потому что... Вы так все перевернули ловко, да, поясните. Ну, я не переворачиваю. Наоборот, люди, мне кажется, не очень понимают, что эти ограничения лично на них действуют не потому, что они не имеют QR-кода, да? С QR-кодами, наоборот, появляется у какой-то части населения, ну, хоть какая-то возможность. Вот. Действительно, QR-коды дают возможность свободно перемещаться, в принципе, посещать культурные объекты. Вопрос какой-то подняли, то, что QR-код это такое что-то сложное. На самом деле QR-код, этот госуслуги, мы начнем с госуслуг, да? Вот, кстати, про госуслуги. 8 ноября неожиданно... Сертификаты обновились, то есть, да, они стали, ну, Петр отдельно прокомментирую, да, вот этот технический сбой, он был зафиксирован 8 ноября. Да. Все подумали вначале, что поменяли сроки и обнулили сертификаты. Все же так подумали, в общем, да, в социальных сетях такая информация пошла, но потом уточнились, и официальное уже заявление Минздрава и Минцифры России сообщили, что это был технический сбой. Он произошел потому, что я вот до этого и сказал, что введена была единая форма, образец QR-кода, так скажем, да, то есть объединили все QR-коды, их было несколько, сделали в один документ. И когда вот они уже вшивали его, так скажем, грубо говоря, в госуслуги, техническую перенастройку делали, то есть времени не хватило, то есть буквально им день дали. Получение госуслуг, оно как бы на самом деле, сначала нужно зарегистрироваться, да, то есть в госуслугах. На госуслугах есть несколько типов учетных записей. Есть понятие стандартное, упрощенное и подтвержденное. QR-код, он как бы условно выдается тогда, когда есть подтвержденная учетная запись. Что такое подтвержденная? То есть человек должен подтвердить себя. В связи с тем, что там еще эпидемическая ситуация у нас такая. Вот здесь я поправлю, да, вот здесь я поправлю то, что можно в принципе использовать смягчить режим. Да, интернет-банкинг, то есть через Сбербанк онлайн зайти можно подтвердить и через Алмаз Регионбанк и так далее. В принципе. Ну не знаю, может человека по камере. Можно я добавлю тоже. Здесь немножко. Я здесь оговорился. Здесь можно, наверное, техническими средствами это. Николай можно без посещения, да, здесь там, можно. По идее, нужна обязательно идентификация, то есть это паспортные данные, СНИЛС и полис. Ну, я понимаю, да, требования такие, да, бюрократические. Нет, это нет, потому что данные... В связи с тем, что в стране болезнь смертельная, да, можно же, в принципе, как-то это дело... Вы не выслушали меня просто до конца. Да. Когда в больнице, в поликлинике ставят вакцину, они забивают ваши данные паспортные, СНИЛС и полис МС. И если же в госуслугах оно не будет этих данных полных, то вы не получите эти результаты. То есть они никуда не уйдут. Потому что они как раз и привязываются к СНИЛСу, когда с меня снимают налоги, все данные есть у государства, а когда я хочу получить QR-код, нет у государства данных, получается. То есть можно сказать о том, что QR-код, в принципе, это самая доступная и простая система. Да, QR-код по себе на самом деле очень простая система. QR-код чего удобен, что под каким бы углом вы ни направили бы смартфон, то есть вы откроете эту ссылку. То есть там можно свыше 7000 символов, то есть туда зашифровать. Подделки тоже QR-кодов существуют, но они, как говорится, эти мошенники тем, что получают паспортные данные, то же самое СНИЛСы и полисы, они перенаправляют не на госуслуги сами, то есть, а на какой-то фишинговый сайт, то есть, который может украсть у вас еще данные. Это вот один из таких моментов. Второе, получается, это могут быть вообще неактивные, то есть QR-коды. То есть как бы вы их через интернет покупаете, приходите в торговый центр, но
Он не срабатывает. Она не То есть это срабатывает. просто картинка, да. по сути. Или же третий вариант, то есть тот самый такой, то что эти QR-коды, ну, предположим, это уже уголовная ответственность идет, это когда там уже замешаны, уже идут, ну, как бы медицинские специалисты, которые непосредственно вакцину не ставят, но и формально регистрируют в системе. Это тоже, но это уже уголовная ответственность. Это уже коррупция. Да, это уже коррупция. Не, у нас это все тогда происходит очень сложно, да, надо кучу документов с собой постоянно таскать. А так вот со смартфона подошел, ты чикнул и дальше пошел. Там, возможно, там зеленая лампочка загорелась, да, можешь войти, да. Ну вот упростить вот эту систему. Да, автоматизировать, да. И тогда вот это скопление народа не будет, вот этих торговых центров, да. Тут уже защита персональных данных, вот хотелось бы юриста все-таки послушать. Конечно, я об этом и говорю, то, что вообще пропуск по QR-кодам уже нарушает закон о персональных данных. Да? Никто не имеет права требовать с нас персональные данные, только по случаям, установленным законом. В данном случае, тут, грубо говоря, требуют все, кому не лень, охранники, вахтеры, торговые центры, бассейны, все. Все законодательные акты, они ссылаются на указ главы. То есть в случае нарушения, то есть если торговый центр пропустит человека, 6.3, все. Я понимаю. Приостановление деятельности до 90 Я понимаю, что это Кодекс об административных правонарушениях, вы сейчас имеете в виду, да, объясню людям, которые далеки от статей закона, что штрафы получают предприниматели, штрафы могут получить люди, которые нарушают предписание, да, получается, нарушают указ нашего главы. Ну так это больший стимул для того, чтобы объединяться и бороться с этим в правовом поле. На самом деле, если бы больше людей подавало исковые заявления в суд и высказывали бы свое несогласие, то, возможно, у нас судебная система стала бы работать по-другому. Вы в начале разговора сказали, что вы бы локдаун не стали вводить, Да. будь вы чиновником, вы бы поступили по-другому. Вот хочется узнать, как по-другому вы бы Я бы решили эту проблему поступила пандемии. по-другому. С проблемой пандемии надо бороться, как я считаю, в двух направлениях. Первое – это поднимать иммунитет граждан не путем вакцинации, а путем естественного поднятия иммунитета. То есть консультирование людей, как они должны питаться. Наконец-то, мне кажется, уже пришло время людям задуматься о своем здоровье, начать правильно питаться, вести правильный образ жизни, заниматься спортом и так далее и тому подобное. То есть вот это нам не навязывается. Зинаида а Алексеевна, вакцинация можно нам я навязывается. тоже скажу? Но если было бы так просто победить вам же этот просто. новый коронавирусный, новый коронавирус. Вы мне не дали договорить второй проще. способ. Я сейчас перебила, извиняюсь, но я просто очень сильно возмущаюсь, когда вот так начинают говорить. Но если было бы это так, то, извините, пандемии вообще не было бы, и мы бы тут не стояли бы. Может быть, нет, просто я доскажу второй способ, да, то, что у нас почему-то, помимо того, что не идет повышение иммунитета, да, а наоборот идет его сокращение за счет запрета, да, прохода на секции оздоровительные и так далее, второй способ, у нас почему-то абсолютно не занимаются поиском лечения от коронавируса. У нас занимаются профилактикой, которая не работает, да, и вакцинированные болеют, об этом никто почему-то не говорит. Вакцинированные могут умереть, дойти до летального исхода. Я говорю о том, что об этом не говорят. У нас все СМИ, вся пропаганда направлена на вакцинальную политику. Люди думают, что единственное спасение – это вакцина, но почему Те люди, опять-таки… которые хотят знать эту информацию, они могут найти эту информацию. Одно лекарство даже придумали у нас в Якутии. В идеале, да, было бы, чтобы, скажем так, одноразово, ну пусть там в течение 2 недель, месяца, 100% населения привилось бы. Вот тогда бы мы справились с этой бедой действительно на корню, как говорится. Такого не произошло, ну это не только в нашей стране, и в других странах, вот, но обязательно надо вакцинироваться. Более того, те, кто вакцинировались, там, скажем, полгода, 8 месяцев назад, не бойтесь ревакцинироваться. Сейчас вот для ревакцинации как раз и создана новая вот эта вот вакцина, облегченная, она так и называется, «Спутник Лайт». Вот. Надо ревакцинироваться, чтобы не дать возможности вирусу дальше мутировать. Надо эту цепочку прервать. Хочу заметить то, что я нахожусь на грудном вскармливании, у меня маленький ребенок, и сейчас я попала в ситуацию, когда я не могу получить медотвод. Вакцинироваться я тоже не могу по одной простой причине, я никогда не буду рисковать здоровьем своего ребенка и колоть в себя вакцину,
испытания, которые закончатся только в 2023 году, прошу заметить. То есть сейчас мы все на стадии эксперимента. Это раз. И исследование, по которой именно по части кормящих матерей не проводилось. Тут То уже есть, было грубо сказано, говоря, что это вакцины эксперимент. известны очень давно. Это не новый метод. Даже тысячелетия назад в Китае и в Индии нечто подобное, вариоляция была уже. И это действующий метод против эпидемий. Я не вижу это пока первое, да? действующих. Второе. Похожие вакцины на спутник уже были использованы и разработаны много лет назад, и использованы, и проверены. Просто сейчас у нас нет времени, люди каждый день гибнут. Вы знаете, сколько человек гибнет? Да, я смотрю каждые статистику. сутки, да. Каждый день. Вот если мы будем до 24-го или там какого года вы сказали ждать, пока все точки над «и» будут поставлены и закорючка где-то на бумажке будет поставлена, мы потеряем еще больше людей. Закорючка на бумажке – это исследования, которые могут спасти чьи-то жизни. Именно. Вот эти исследования, они как раз проводятся. Я скажу вам больше. Я вот занимаюсь всю жизнь вакцинацией и не видел еще такой вакцины, которая бы претерпела столько исследований, как против ковида. Вакцины изучаются годами. С такой интенсивностью она изучается сейчас. Я не знаю, любая другая вакцина бы, наверное, уже сдохла от зависти. Можно вопрос тогда к госуслугам, Да, конечно, конкретно? И будет ли обязательно вакцинация, у меня вопрос, да? Как, например, некоторым категориям же есть обязательная вакцинация. Её точно не будет. Ли обязательная вакцинация? И госуслуги понимают же, сколько населения у нас без вакцины. А у государства же есть уже, получается, цифровые методы контролировать вот эту вакцинацию-то. Можно ли этим воспользоваться? Такие данные в любом случае есть. Федерация точно знает, сколько людей у нас вакцинировалось, не вакцинировалось и так далее. Я думаю, такое предложение, в принципе, может быть, давайте посмотрим, рассмотрим, мы можем внести только, как коллегам нашим федерацию, такие механизмы, если, то есть более его надо оформить, конкретизировать и так далее. Давайте мы посмотрим. Ну вот в конце как раз-таки мнение наших гостей мы и хотим услышать. Буквально дадим слово каждому, буквально по 30 секунд, и кратко ответьте на вопрос, нужен QR-код или нет. Хотелось сказать, чтобы государство само разъясняло, не давало предпринимателям дать понять покупателям, населению, то, что имеют ли контролеры спрашивать удостоверение личности, пока требовать QR-коды. Потому что вот именно государство, я повторяюсь, то, что государство отделилось от этой проблемы, от разъяснительных работ, от каких-либо там мероприятий, которые бы показывало. Спасибо. Зинаида. Ну, я, конечно, против QR-кода и хочу единственное, что обратиться даже не к гостям сегодняшней студии, да, не к уважаемым ведущим, а все-таки к людям, которые сомневаются, которые сейчас не хотят ставить вакцину. Не надо идти против себя, надо отстаивать свои права и никак иначе. Но насчет по QR-кодам, да, это требования нашего времени, это все страны ввели QR-код, это все равно мы к этому придем, но не в такой форме, как предлагается у нас в России, в частности в нашей республике. Это человек приходит с QR-кодом, плюс он должен еще соблюдать масочный режим, зайдя в это здание, да, соблюдать там ограничения по времени, да, дистанция социальная. Вот это все лишний барьер получается. Если вы вводите QR-код, тогда, пожалуйста, пускай то же заведение работает там без ограничения, да? Предприниматель пускай извлекает выгоду, да? Нормально работает. В тот же торговый центр, да, если зашел человек с QR-кодом, пускай он ходит там без соблюдения никаких этих лишних, требований лишних, да. Вот это, да, я к этому, да. Ну, я тоже за QR-коды. И мое пожелание именно сделать его более доступным, более проще. Вот так для пожилого населения, то, что вы сказали, да, это те, кто не имеет вообще доступ к самим госуслугам, получение их намного проще в бумажном виде, то есть напрямую в тех же самых МФЦ. Я однозначно, конечно же, поддерживаю внедрение QR-кодов. Конечно же, не для того, чтобы был именно наш цифровой сервис, условно, и так далее, для того, чтобы, конечно, обезопасить граждан и стимулировать к вакцинации. Со своей стороны, конечно, мы обязательно приложим максимальные усилия, чтобы сервис работал устойчиво, безотказно. Все предложения, которые коллеги предлагают, они очень интересны, их стоит рассматривать. Я, естественно, тоже поддерживаю QR-коды, потому что пока будут
люди, которые будут активно пропагандировать против вакцинации, то, ну, я не знаю. Вообще хочу сказать, что каждый житель России имеет право на здоровую жизнь. QR-код – это не гарантия того, что человек не заразен. Он просто говорит о том, что человек либо вакцинирован, либо он 3 дня назад был не заразен. Поэтому он не замена другим методам разобщения людей. То есть это не замена маскам, это не замена дистанции. Обязательно даже вакцинированные должны соблюдать социальную дистанцию, меньше ездить, меньше посещать торговых центров, как это не плохо для экономики, меньше ездить в общественном транспорте, если нет большой необходимости, меньше посещать магазинов, ну, максимально разобщаться. Вот это самое главное в борьбе против ковид-инфекции. Мы, конечно, понимаем, да, что безопасность – это прежде всего. И я призываю всех активно вакцинироваться, предпринимателям держаться, а если уже ограничения вводятся в сторону предпринимателей, чтобы и поддержка была соответствующая государственная тогда. И государство, чтобы тоже действительно вот полиция приходили, Роспотреб приходил, помогал нам поддерживать порядок. Ну, большинство наших гостей, как мы поняли, поддерживают систему QR-кодов. Для того, чтобы человек мог получить QR-код, обязательно нужно проходить вакцинацию. А для того, чтобы пропуск в любые помещения стал проще, нужно получить вакцину. В любом случае, только так. И эта система QR-кодов, она сейчас есть, она только развивается, но она неэффективна. Мы все это понимаем. Недостаточно эффективна. То есть в любом случае мы будем видеть, как эта система развивается, будем смотреть дальше, но там уже станет понятно, нужны эти QR-коды либо нет. Это была программа «Якутия Лайв. За и против». С вами были Ирина Ефимова и Сергей Михедов. Смотрите нас по понедельникам в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.